И не боящиеся жары, я приветствую вас. Всем привет еще раз. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь «Краеугольный камень» города Якутска. Я рад вас всех видеть. И по поводу стойкости я не шутил. Я все понимаю, да, у нас действительно тепло. Кто-то зимой молился, чтобы было тепло. Ваши молитвы отвечены. Давайте мы благословим сегодняшнее собрание, мы помолимся, и мы будем совершать то, ради чего мы сюда пришли, богослужение. Аминь. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, Господи. Благодарим Тебя за каждого человека, кто пришел сюда своими ногами, за то, что мы живы, здоровы, Господи, за солнце над нашей головой, за мирное небо над нашим городом. Господи, Ты глава этой церкви. Мы всегда смотрим на Тебя, уповаем на Тебя, и мы просим Тебя, Господи, благослови это собрание, как мы его сейчас благословляем. Благослови каждого человека, кто здесь присутствует, кто будет смотреть трансляцию, Господи. Все, что здесь мы совершаем, Господи, мы делаем ради Тебя. И мы ожидаем, что Ты послужишь нам через наших братьев и сестр, через каждого, Господь. Мы ожидаем, что Ты будешь говорить в наши сердца. Я прошу Тебя, Господи, пусть никто не уйдет равнодушным, Господи. Пусть каждый что-нибудь получит. Мы все в чем-то нуждаемся, может быть, даже мы не осознаем и не понимаем этого, Господь. Но Ты знаешь. Я прошу Тебя, Господи, кому нужно ободрение, пусть человек получит ободрение. Кому нужно утешение, пусть получит утешение. Кому нужно обличение, Господи, Ты обличай. Господи, и мы все нуждаемся в Твоей любви, в Твоем покрове, в Твоем водительстве, и мы ищем Его. Отдаем это собрание в Твои руки и провозглашаем: Господь, двигайся, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь, и дай нам следовать за Тобой. И весь Божий народ сказал: Аминь. Слава Богу, и давайте мы Господа прославим. Слава Богу за наше прославление, что оно твердо и мужественно, не плавится. Давайте мы Господа прославим. Душа моя поет, Твоя любовь меня к Тебе зовет. Душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Твоя любовь спустилась к нам с небес. Душа моя поет, душа моя поет. Призвал меня Ты милостью своей. Душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Help
милости Твоей, а мы в шесть из души моей. Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, а мы в шесть из души моей. Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Петь, славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Петь, славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Аллилуйя! Будем петь нашему Господу, воспевать Ему, прославлять Его, ибо Он достоин всей славы. Аллилуйя! На земле, небесах, во всем вижу я Тебя, Бог. Ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать, навсегда в Твоей руке. Я с Тобой, в Твоей любви вовек. Душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. На земле, в небесах, во всем вижу я Тебя. Ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать, навсегда в Твоей руке. Я с Тобой, в Твоей любви вовек. Не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Дай-ка так. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Пой со мной. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Скажи со мной, скажи со мной. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа.
Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Аллилуйя! Воспой нашему Господу, пой в любых обстоятельствах, славь Его и величай Его, Он достоин всей славы. Аллилуйя Тебе, наш Бог! Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он мне тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог непобедим. Да, мой Бог непобедим. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он мне тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог непобедим. Да, мой Бог непобедим. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. В имени Иисуса власть и сила. Он в любой борьбе непобедим. С ним пред любым предстану великаном. Я знаю, победа за ним. Я знаю, победа за ним. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет.
обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Благодарим Тебя, Господь, что какие бы козни ни строил дьявол, Ты всегда сильнее. Победа в Иисусе Христе. Мы можем торжествовать в Иисусе над любыми обстоятельствами. Помни об этом. Господь победил зло еще 2000 лет назад. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Ты мой Господь, Твоя милость бесконечна. Навсегда я в надежных руках. С момента пробуждения и до заката дня буду петь, как Ты любишь меня. Ты в каждом дне, Господь, мне верен, и в каждом дне Ты был как благ ко мне, и каждый дом, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Люблю Тебя, сквозь огонь меня проводишь, Твои слова, в них надежда моя. И нет отца прекрасней, и друга нет верней. И я живу в благодати Твоей. Ты в каждом дне, Господь, мне верен, и в каждом дне Ты был так благ ко мне, и каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте.
любовь Твоя не изменит никогда. Твоя благодать меня даже в буре ждет, мой Бог. Твоя благодать меня сквозь огонь ведет, мой Бог. Одному Тебе доверяю я, ведь Ты со мной всегда. Я знаю, любовь Твоя не изменит никогда. Никогда. Ты в каждом дне, Господь, мне верен. И в каждом дне Ты был так благ ко мне. И каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Спасибо, Господь, за Твою любовь, за Твою благость, за Твою милость. В каждом дне Ты окружаешь нас собою. Спасибо, Господь, что Ты никогда не изменен. Ты не изменен, Ты такой есть навсегда. Это Твоя природа, Господь. Спасибо Тебе, что мы в каждом дне можем купаться в Твоей любви, радоваться в Твоей любви, восхищаться Твоей любовью. И каждый день это Твоя благодать для нас. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Мы благодарим Тебя, Иисус. А где бурные аплодисменты нашему Господу? Ну и, конечно же, благодарность нашему прославлению. Они молодцы. Я не знаю, у нас просто такие чудесные голоса, да? Такое чудесное, вот видно, что поют вот от сердца. Слава Богу за них. Драгоценные, ну я вышла, вы знаете, для чего? Для того, чтобы мы все вместе, как церковь, как тело Христа, помолились, да? Давайте мы это сделаем. Дорогой Господь, мы бесконечно благодарны Тебе. Спасибо, Господи, что мы можем приходить всегда к престолу благодати и милости Твоей в каждую секунду нашей жизни. Ты открыл для нас этот путь через крест. Мы благодарим Тебя за ту победу, за все те обетования, которые Ты даровал нам, благодаря тому, что умер за нас и воскрес. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем все это принимать, мы можем это все вкушать, Твою благость и милость. Слава и хвала Тебе. Мы преклоняемся пред Тобой, мы славим Тебя. Да святится имя Твое, пред которым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты открыл эти двери, и Ты говоришь: придите ко мне, все нуждающие, обремененные, и сложите у моих ног. Сложите у ног Иисуса все то, что мешает вам двигаться вперед. Мы приглашаем Тебя, дорогой Господь, чтобы Ты пришел в каждую ситуацию каждого брата и сестры. Приди, Господи. Там, где Ты, там победа. Там, где Ты, там свобода. Там рушатся всякие замки. Там рушатся всякие цепи. Там рушатся всякие преграды. Господи, приди в каждую ситуацию, кто в чем нуждается. Приди, Господь. Пусть сила Твоя придет, благодать Твоя придет, Господи. Благодарим Тебя, Господи, что Ты никогда не опаздываешь, что Ты всегда приходишь вовремя, потому что Ты не спишь и не дремлешь. И сотворивший ухо не услышит ли? Ты слышишь молитвы своих детей. И прямо сейчас, когда каждый из нас о чем-то молился, просил, слагал у нос Твою нужду, Господи, мы знаем, что прежде просимого Ты уже
послал ангелов, которые отвечают. Ты уже послал благодать, которая дает силы пройти любое поприще. Благодарим Тебя за это, Господи. Боже, Ты так много для нас делаешь. Даже мы не можем об этом помышлять, сколько Ты для нас делаешь. Мы так благодарны Тебе, что можем стоять на слове обетования Твоего, что любящим Тебя все содействует ко благу. И что Ты сказал: воззови и услышу. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем приходить к Тебе и пить из Твоего источника живой воды. Спасибо Тебе, что в Тебе глаголы жизни, и мы можем, Господь, питаться этой жизнью, жить этой жизнью. Благодарим Тебя, Господи. У нас, Господи, одна просьба, чтобы милость Твоя покрыла каждого из нас, чтобы Ты взял нас в свою милость, Господи, в свою утробу покрыл, защитил, Господи, дал полное обеспечение. Помилуй, Господи, по Своей великой милости, потому что Ты Бог, любящий миловать, который милость превознес над судом. И мы также, Господь, молимся Тебе о этой ситуации, которая, Боже, в нашей стране. Господи, кто как Ты знал все от начала и знаешь, какой будет конец. Но мы все как церковь, Господи. Мы молимся о том, чтобы дни этой войны были сокращены. По Твоей великой милости, Господи, сократи. Сократи, Господи, чтобы не проливалась безвинная кровь. Пусть все замыслы коварные врага будут разрушены во имя Иисуса Христа. Мы верим, Господи, что Твой мир, как река, он течет. И он уже близко, Господь, на нашей земле. Ты простираешь свою благодать и милость, свою руку, и Ты покрываешь. Благослови, сохрани и помилуй каждого, Господь, каждого человека, сотворенного по образу и подобию Твоему. Благодарим Тебя, Господи, что это и Твое желание. Славим Тебя, Господь. И мы также еще молимся, Господь, за эту ситуацию, что в нашей республике, Господи, на вчерашний день было 60 очагов возгорания. Отец, мы молимся о том, чтобы Ты пролил этот дождь. Дождь с небес, Господь, сильный ливень, Господь, там, где идут пожары. Погаси, Господь, во имя Иисуса Христа. И дай мудрости и слаженности в работе, Господь, тех людей, которые ответственны, чтобы пожары, они быстрее погасли во имя Иисуса, Господи. Но пусть придет Твой огонь, огонь с небес, огонь пробуждения, Господь, на церковь Твою, на тело Твое, Господи. Твой огонь мы ждем, мы ожидаем, Господь. Мы славим Тебя и доверяем все Тебе. И мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Еще раз добрый день или доброе утро. Не садитесь, пожалуйста. Добрая традиция у нас. У нас так много людей подошло, произошло чудо умножения в очередной раз во время прославления. Поэтому подойдите к кому-нибудь, кого вы видите первый раз или давно не видели. Минимум 3. И скажите что-нибудь хорошее. Благословите этого человека. Пожелайте всего самого-самого хорошего.
Да, хорошо. И пока мы все это делаем, мы не будем затягивать, стараться собрание, так как у нас очень тепло. Да, чтобы все... Дети, можно вас попросить, пока все у нас там обнимаются и радуются, выходите сюда, мы помолимся за вас, благословим вас. Дети, подростки. Хорошо, давайте мы... У нас добрая традиция. На каждом собрании мы благословляем детей, молимся за них. Дети, подростки. Давайте мы сейчас также помолимся, благословим их. Хорошо? Господь, благодарим Тебя за каждого подростка, за каждого ребенка в нашей церкви, за всех, кто сейчас здесь находится, а также за каждого ребенка, подростка, которые отсутствуют, они где-то отдыхают, в пути, может быть, дома. Где бы ни находились, Господи, просим Тебя о том, чтобы Твоя рука была над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господи, я прошу Тебя, проведи их через все испытания, которые выпадут на их пути. Господи, убереги их от злых людей, убереги их от дурного влияния, Господи. Господи, научи их, пусть они слышат голос Твой, знают его и умеют отличить от других голосов. Пусть никогда не идут на компромисс со своей совестью, Господи. Пусть отличают добра от зла. И, Господь, я прошу Тебя, я благословляю просто, чтобы были хорошие наставники от Тебя в их жизни. Господь, которые будут их наставлять, которые будут говорить и показывать, что есть правильный путь. Пусть будет так, Господи. И просим Тебя, убереги купальный сезон. Господь, я прошу Тебя, чтобы в осень, когда все закончится, весь отдых, каникулы, чтобы все были живые, здоровые, целые и невредимые. Господи, пусть у всех будет хорошее лето, хорошо отдохнут и войдут полные сил и радости в новый учебный год. Во имя Иисуса. Аминь. И у нас, мы также поздравляем именинников, вы знаете, раз в месяц. Вот сейчас настал тот момент, давайте мы вот Наталье трубку передам. Добрый день, драгоценная церковь. Я попрошу выйти именинников, кто родился в июне. Мы их поздравим, благословим, вручим им сладости. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя за каждого именинника, за каждого, Господь, которому даровал Ты жизнь, Господь, которого Ты, Господь, хранишь, хранил и будешь хранить. И заботиться, и покрывать, и благословлять, Отец. Аллилуйя. Так, Надюша, выходи. Надя. Надюша, выходи. Да, у нее сегодня 5 лет. Будет это сегодня поздравлять, да. Это Розалия Алексеевна, я хотела вас попросить тоже выйти. У вас так много именинников, но хоть шоколадку мы вам дадим, и вы попьете чай, и тоже, слава Богу, за ваших родных и близких, за которых вы молитесь, которых вы благословляете, и Бог любит каждого. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя еще раз, мы славим Тебя и желаем нашим именинникам, Господь, самое главное – здоровье, крепости духовной и силы тоже в Тебе, Отец. И мне такое желание прочитать 4 строчки стиха сегодня. Пусть ваша жизнь, как песня, льется, слагая месяцы в года. Все, что хотелось, удается, и счастье царствует всегда. Я благословляю вас и хочу... Да, помогите мне, пожалуйста. Ага. Вот с этой. Вручить сладости. Так, сейчас еще раз.
Сейчас, моя хорошая. Еще Ага. А Ксюши нету, значит нету. Ну, кто виноват? Слава Богу за вас. Всех благ вам. С Богом. Да, слава Богу. У меня, знаете, как раз вот тут шоколад подарили. Меня все время просят давно уже сказать, довести до вашего сведения информацию, и я постоянно забываю. Знаете, у нас классное ковровое покрытие. И мы как бы вот совещались, решили, что здесь на втором этаже мы не едим продукты питания. Ну, то есть, вот представляете, если сейчас шоколад, то как бы тепло очень, если он упадет, он растает, он размажется, то есть это целая эпопея. Ну и всякое прочее. Поэтому просьба не подниматься на второй этаж с едой, с бутербродами, с кофе, с чаем там и так далее. Ну, можно внизу все. То есть здесь только вода. Хорошо? Все, да, услышали. Поэтому, если ваш ребенок пытается, и особенно жвачка, потому что жвачка это вообще бич. Да, мы просто, знаете, когда мы вот делали ремонт, и периодически мы стулья один на другой составляем, и обычно их не переворачиваем. Но я не помню, зачем мы их там переворачивали, мы столы переворачивали. Я вам скажу, сколько количество жвачки, которая прилеплена с обратной стороны. И то есть, если она падает, и она втирается, ну, если кто-то мамы вы оттирали, вы понимаете, это прям проблема. То есть, я не знаю, ее там жидким азотом замораживать надо, и потом ломать, когда она замерзнет, или еще какие-то способы находить. Поэтому просьба, да, то есть жвачка вообще запрещена. Хорошо? Здесь. На улице, пожалуйста. Слава Богу, еще раз я рад вас видеть всех. И у нас действительно тепло. Кстати, вот я еще, прежде чем дальше перейду, хотел вам сказать. У нас, если кто молился, помните, мы просили, чтобы поддержали в молитве. Мы покупаем музыкальное оборудование, и оно никак все прийти не могло. Вот когда вот молились, вы знаете, пришло, и там должно было быть 2 посылки. И их заказывал с разницей в неделю. И первая так долго шла, а вторая пришла вообще быстро. И мы вообще уже все получили, что оплачивали и заказывали. И у нас вот только звукорежиссер, которого мы нанимаем, он уехал в Аймикон на концертную деятельность там какую-то, я не знаю. Но он 3 числа должен вернуться, приедет обратно. Я так и не понял, только 3 он оттуда выедет. То есть они на грузовиках, он увез там кучу оборудования. Ну вот он как приедет, Господь, если все усмотрит, даст, на текущей неделе мы, может быть, уже все поставим, и у нас вот потихонечку начнет все разбираться. Ну, по крайней мере, у нас, насколько я понимаю, уже все есть, чтобы сделать следующий шаг в качестве звука и вообще удобства. Слава Богу. Вот. И там на самом деле вот эти вот коробочки, там уже места не осталось. Вот вы видите, вот у вас подиумы стоят, и за ними есть небольшое пространство. Там уже все забито. То есть их уже нужно распаковывать и везде распихивать по залу. Как бы на самом деле очень много всего. Вот. Слава Богу, да. И сегодня я бы хотел с вами поделиться таким словом. Я бы хотел начать с такой истории, которая произошла со мной, когда я учился в школе. Я заканчивал здесь 27-ю школу, вот здесь на 17-м квартале. И я не помню, в старших классах у нас были какие-то соревнования. И соревнования эти были какие-то многоборья. Я сейчас точно не помню, по-моему, ну то есть это были городские соревнования между школами. И так как это многоборье, проходили в несколько этапов. Там была физподготовка в зале, то есть там подтягивания, какие-то отжимания, вот что-то такое. Потом была пулевая стрельба, где-то там мы ездили в тирах, стреляли. И последний этап был бег на лыжах. То есть, скорее всего, это, наверное, было посвящено 23 февраля. И, то есть, проходило уже, ну, последний этап бег на лыжах, то есть, когда у нас тепло, соответственно, да, солнце было. И вот после первых 2 соревнований, то есть, вот там всякие подтягивания и стрельба, я не помню, это был личный зачет, но, по-моему, это был школьный зачет. То есть, как бы, ну, команда участвовала, да, не только я лично, но мы, в общем, или я, мы там имели все шансы на 1-е, 2-е места в городе, потому что отстрелялись хорошо, подтягивались хорошо, и остался последний этап — лыжи. И настал тот день, и
стартовали, знаете, это в районе 30-й школы. Вот весь этот пустырь, который сейчас он застроен, и там, знаете, вот, где техника военная стоит, где оптимист, не оптимист, а где Уросамол, только с этой стороны, вот, против этой дороги, с этой стороны. То есть там была просто пустырь, была поляна. Мы стартовали в районе 30-й школы. Вот, и настал этот день. И сейчас я вам расскажу историю, почему я ненавижу лыжи. И с той поры я больше ни разу не бегал. В общем, на старт, внимание, марш, там какой-то свисток. Я стартанул очень хорошо. Все аж засмеялись. То есть я бежал как будто там на 100 метров. Дистанция была то ли 5 километров, то ли 10, я не помню. Ну, я прямо рванул, там, давай всех оббегать, бегу. И как-то не понял, в какой момент, как-то странно, я смотрю, за мной тоже кто-то бежит. Кто-то увязался и пытаются догнать. Но впереди никого нет. Я как-то так, начал подозревать, что что-то здесь не то. И потом, знаете, когда я увидел заправку, автозаправка на 17-м квартале, я понял, что это уже точно не то. Потому что, мы стартовали в аэропорту, я добежал до 17-го квартала, понимаю, что надо поворачивать назад. Суть в чем? В какой-то момент я не знаю, каким, я даже не понял, когда, но я потерял фокус, перестал смотреть, куда нужно, и убежал вообще не в ту сторону. И не просто не в ту сторону, а совсем не в ту сторону. Более того, то есть я вторую ошибку сделал, когда у меня уже начали закрадываться сомнения, потому что лыжня, она вроде бы шла, а потом раз какие-то непонятные буераки и какая-то следы от автомобилей. У меня была мысль повернуть назад, но я как бы сомневался, я такой думаю, надо еще. И, в общем, убежал совсем не туда. Суть в чем? Вместо там, то есть я пробежал раза в 2 или в 3 больше дистанцию, чем было положено. Соответственно, когда я прибежал, все соревнования уже вообще закончились. Там практически все самые последние там девушки, там, не знаю, пятиклассницы, они уже давно все финишировали. И, понятно, что всякая надежда на какие-то там призовые места, она растаяла в тот же миг. То есть с такими результатами, надеяться было не на что, потому что там в числе самых-самых последних. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на пару вещей. Вот здесь, да? Вот и вообще, зачем я рассказывал эту историю? Сначала, знаете, то есть, я допустил ошибку, принял неправильное решение. Я не знаю, каким образом я потерял концентрацию. И, то есть, как можно, вроде бы лыжня. То есть, я с той лыжни, которая нужна, я побежал совершенно в другую сторону. Это была первая ошибка, да? И второй раз, еще раз, то есть, когда уже мысли, они начали закрадываться, но я все равно не повернул. Я говорю, нет, я продолжал. И вы знаете, сегодня я бы хотел поднять историю мужа Божьего. Все знают это имя в Библии, это Давид. Царь Давид, и мы много раз обращались. И вы знаете, да, что с юношества, когда он еще был юноша, то есть юных лет, он стал героем. Он победил Голиафа, да, и, то есть он вышел против гиганта, филистимлянина, который там под 3 метра роста, воин, и Давид его на раз просто камнем в лоб одолел, да, из прощи. И с этого момента, то есть, было понятно, что он предназначен для величия. Как бы Бог был с ним, и он стал могучим воином, он стал великим лидером, он стал человеком Божьим, и он стал царем Израиля. Вы знаете, да, эту историю. Просто чтобы не читать это все, я вам краткий пересказ сделал, да? Всем знакомо это. Дальше что происходило? В какой-то момент Давид, он потерял фокус, он оторвал свой взгляд вот от этой лыжни, от того пути, который был у него от Господа, и что-то пошло не так. И давайте мы посмотрим, вот 2 Царство, 11 глава, 1 стих.
через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иова и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же остался в Иерусалиме. Новый русский перевод, то же самое место. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иова со своими приближенными и всем израильским войском. И они нанесли поражение аммонитянам и осадили их главный город Равву. Давид же остался в Иерусалиме. Я хочу вас, чтобы вы обратили ваше внимание, знаете, весной, когда цари идут на войну, и Давид должен был быть на войне со своим войском. В принципе, ничего не меняется, когда зима, воевать не очень удобно, весна настала, впереди вся летняя кампания, цари выходят на войну, и до этого он всегда ходил. Но здесь он решил остаться дома, да. И смотрите, вместо того, то есть вот он оторвал свой взгляд вообще на самом деле от того, где он должен был быть, чем он должен был заниматься. И вы знаете эту историю. Что он делал? Он ходил, слонялся, ему было откровенно делать нечего. Праздно шатался по крыше и увидел на соседнем доме очень красивую женщину, которая принимала ванну. Да? Он навел справки, чтобы ее привели во дворец. В общем, не знаю, там история умалчивает, как они общались, дело закончилось постелью. Она ушла домой и пишет ему: я беременна. И ладно бы еще все это, но это была жена одного из его лучших друзей, Урия Хиттиянин, который в этот момент находился как раз на войне. И Давид предпринимает всевозможные действия, чтобы закрыть свой грех. Да? Что он делает? Он зовет Урию на побывку домой, предоставляет ему отпуск, тот приезжает, и у него надежда, что тот пойдет домой, переспит с женой, и как бы сроки совпадут, все нормально. Но Урия, он по своим причинам, да, он как бы говорит: как я буду, мои братья там солдаты в окопах, ну не было окопов тогда, но вы понимаете, да, то есть они на войне, а я буду в постели с женой, и он не идет домой, и план срывается. Тогда он закатывает банкет, просит, чтобы Урию там постоянно вино подливали, и думает, что, ну, выпивший он домой пойдет, и все равно все будет как бы нормально. И опять не срабатывает, все это дело не работает. И тогда Давид принимает решение, что лучший путь, чтобы сокрыть, похоронить свой грех, это похоронить самого Урию. Он организовывает следующим образом, да, все, отправляет гонца с вестью и говорит, что посмотрите, где там, то есть они держали город в осаде, то есть стояли под стенами города. Он говорит, что выясните, где там наиболее сильные, опытные бойцы у противника, и отправьте туда отряд вместе с Урией. И пусть они подойдут ближе, чем обычно. И так и произошло. То есть все устроили, чтобы они, ну, поразили их. То есть стреляли, не знаю, там кидали камнями. Суть в том, что погибло несколько человек, подошли ближе, чем обычно. Все так и устроили, выбрали, где самые сильные, отступили, и Урия, он погиб. То есть на самом деле, то есть Давид, он организовал таким вот хитрым образом убийство этого человека. Приходит весть, что Урия погиб, он берет Версавию, эта женщина, да, которая беременна от него, к себе в жены, перевозит ее во дворец и думает, что дело шито-крыто, что все хорошо, что никто не узнает, что все нормально. Но Бог, он знал. И Бог отправляет пророка к Давиду, Нафана. И он приходит к нему и рассказывает историю. Это ничего же, да, что я просто, ну, я думал, чтобы читать все это, но мне кажется, вы бы не выдержали в такую жару. Это очень много мест Писания, да, и я вам просто краткий пересказ, доверьтесь мне, все так и было. По крайней мере, ну, так написано. И пророк Нафан приходит и рассказывает ему историю, говорит: посуди, вот что делать.
был бедняк, который растил овечку, и эта овечка, она и спала у него в постели, и ела у него с рук, и была ему как дочь, он холил и лелеял ее. А рядом жил богатый человек, и к этому богатому человеку приехал гость, и он захотел его угостить, решил заколоть барашка, но из своего скота пожалел, а взял у этого бедняка единственную эту его любимую овечку, ее забил и приготовил и отдал этому гостю. И давайте мы дальше вот это место прочитаем, что происходит. Это 2 Царств, 12 глава, когда Нафан вот это все рассказывает. И сильно разгневался, с 5 стиха. Еще раз. 2 Царств, 12 глава, с 5 стиха. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты это тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию, хитиянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, внимание, 10 стих, что Бог ему говорит. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. И с этого момента жизнь Давида идет наперекосяк вообще. Полный привет. Вся его семья, она вся разваливается. То есть вот эта вот история просто трагедия. И я не буду там дальше. Во-первых, Бог говорит, что вот этот ребенок, который родится, он умрет. И этот ребенок, который родился у Версавии, и Давид, он там как не постился, не молился, что он только не делал, он умер. Но более того, да, вот это вот то, что не отступит меч от дома твоего. Страшные слова, да, сейчас мы посмотрим, что это означает. Старший сын, перворожденный, сын Давида, его звали Амнон. Он взял и изнасиловал свою сестру, сестру по отцу. То есть матери были разные, но отец был один, Давид. И там такая вот история тоже, прямо так он воспылал, что он там худел там и так далее. Это, наверное, тема для отдельной проповеди, знаете, это просто была такая вот похоть. Потому что когда она ему говорила: слушай, ты обратись к отцу, и он как бы отдаст меня тебе в жены. Но он ничего не слушал, он изнасиловал ее, и сразу после этого у него появилась ненависть к ней. И он еще взял и прогнал ее. И, просто похоть. И что происходит? Давид ничего не делает для того, чтобы, по факту он вообще ничего не сделал для того, чтобы наказать Амнона. Тогда прошло 2 года, и родной брат Фамарии, Авесолом, то есть получается, он тоже брат Амнона, но только по отцу, но он родной, от одной матери, от одного отца, с Фамарию был. Он всегда это помнил, он знал, он ненавидел Амнона, и он устраивает так, что зовет всех детей Давида к себе на праздник и просто устраивает так, чтобы слуги его, он приказал им, чтобы они убили Амнона. И они его закололи прямо во время пира. И все остальные дети, они испугались, побежали домой. Но Авесолом, получается, убил своего брата. Помните, что Бог сказал, что меч не отойдет от дома твоего. И
снова Давид по факту ничего не сделал, чтобы наказать Авесолома. Авесолом, он как бы боялся попасться на лицо. Единственное наказание было, что ему там сказали: хорошо, пусть там живет, только пред мое лицо не приходит, чтобы я его не видел. Все. И то потом как бы Авесолом там всякими манипуляциями, ну или он там сказал, ну в общем, все кончилось тем, что он опять начал отца видеть, да, прошло какое-то время, то есть по факту Давид вообще никак не наказал его снова. И все дальше это развивалось, время шло, и Авесолом настолько начал ненавидеть своего отца, что он задумал устроить вооруженный переворот. Очень хитро пиарился среди израильтян, которые приходили, там просили, то есть развивал свою популярность и славу в народе. И говорил: да я вам помогу, вот там царь занят и так далее, и так далее. И практически весь Израиль встал на его сторону, кроме вот как бы близких Давида. И он поднял вооруженное восстание и пошел на отца. Кстати, вот очень знакомо, знаете, недавние события, мы прям по грани прошли. Прям, ну там не сын и так далее, но чуть-чуть мы не скатились в гражданскую войну, как я думаю. Слава Богу, что все-таки этого не случилось, потому что я все-таки сторонник того, что худой мир лучше хорошей войны. Уж точно. И я просто помню еще, как это было в 90-х, знаете, я до сих пор. Как вспомню, так вздрогну. Уже всего этого хватило. Итак, Авесолом поднимает вооруженное восстание, идет на отца. Опустим там все события, но суть в том, что он погибает во время битвы, хотя отец даже, он говорил: возьмите его живым, не убивайте его. Он конкретно говорил всем слугам, но кто-то из его слуг, ну, так устроили, что, ну, они, наверное, видели его насквозь. Ничего хорошего из этого не будет, потому что парень целенаправленно, он хотел убить Давида. И Авесолом погибает в битве. Вот как бы история. То есть представьте, сыновья убивают там друг друга мечами. Насилуют сестер. Не очень, как бы, да, звучит для семьи. Ну, ситуация. И все из-за чего? Из-за того, что в какой-то момент Давид, он отвел свой взгляд от того пути, который был предназначен для него. То, чем он должен был заниматься. Началось все с этого, да? И грех, в который он впал, он впоследствии вот повлиял, он как бы на его рассуждение, на его способность принятия решений, и он начал совершать ошибки. То есть это была первая ошибка, но потом просто череда, которая привела вот к такому результату. И зачем я это рассказываю, что мы можем подчерпнуть для себя из этой истории? Первое, я хочу, чтобы все понимали, что у греха есть последствия. Бог, Он милостив, Бог, Он прощает, и у Бога есть благодать. Я только за это. Но у греха есть последствия. Особенно, если ты потом пытаешься замести этот грех куда-то, чтобы под ковер. Вместо того, чтобы покаяться пред Богом, ты начинаешь скрывать все, и как результат это приводит к еще большим грехам, и еще больший бардак начинается. Вы понимаете, да, о чем я? Я вот как-то, знаете, не хочется конкретных людей приводить. Ну вот, например, если взять политиков, что у нас в стране, что за рубежом, например. Периодически, знаете, с каким-нибудь публичным деятелем происходит какая-то вещь, например, то есть публичный человек, политик, совершил какое-то преступление, например, ну или какой-то проступок аморальный.
И вместо того, чтобы, когда его припирают фактами, сказать, что да, простите меня, я это сделал, да, они начинают предпринимать всяческие меры, чтобы все это скрыть. И врут под присягой, например, вот в Америке у них там это самое тяжкое преступление, что да нет, не было такого, я там говорю, что нет. И потом, когда вскрывается все и припирают фактами, которые отвертеться нельзя, ну, тут уже как бы глупо отрицать. И что происходит, как правило? В 100% случаев. Знаете, когда политологи не обсуждают и не говорят, что вот этот политик, он потерял все доверие именно из-за того, что он пытался все скрыть, и он начал врать. Если бы он сразу сказал там своим избирателям или там своим соработникам, признался бы в этом, сказал, ребята, да, вот было такое, простите меня там. И, как правило, люди, избиратели, они прощают. Но когда человек, он врет и отказывается, а потом его пропирает, он теряет всякое доверие. Вы понимаете, да? Теряет всякое доверие и своих избирателей, людей, и своих сотрудников. И вы знаете, это то, что сделал Давид, то, что он совершил. Он сначала согрешил, и потом он начал все это скрывать и заметать. Уже само по себе, да, как бы, ну, не очень хорошо, что, вы понимаете, да, это царь. И у него была не одна жена. И у него еще и наложницы были. Казалось бы, ну что тебе еще? Собака надо. Да? Нет, надо было жену своего друга. Ну, это ладно, отдельная тема. Ну, имеется в виду, что это тоже, знаете, к вопросу, никогда не бывает достаточно. И краев вот этих, их никогда нет, если ты только допустишь что-то. Ну, во многих вещах. Ладно, я сейчас не об этом. Но мало того, что он совершил такой грех, да, который сам по себе ужасен, но он начал закрывать, покрывать это все, прятать, и это привело еще и к убийству. К еще более тяжкому. И самая худшая часть, он думал, что ему все сойдет с рук. Человек Божий, человек по сердцу Бога. Здесь пересплю с женой лучшего друга, его самого убью. Ее к себе возьму, и все нормально. И я верю, что, знаете, на самом деле это все закончилось тем, что его наказание за грех, оно было гораздо суровее, чем если бы он сразу покаялся после того, как он согрешил с Версавией, и он осознал то, что он сделал, это плохо. Если бы он не стал все это дело прятать. И Давид, он сам говорит об этом, да? Давайте мы посмотрим 31-й Псалом, с 1 по 5 стих. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как летнюю засуху, но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Обратили внимание, да, что Давид пишет? Он говорит, что когда я скрывал, сохнуть начал все кости, понимаете, вот это вот, то, что он не каялся, носил это в себе, в прямом смысле это убивало его изнутри, да? Но потом, говорит, когда я открылся Господу, я покаялся, Господь простил меня. Если бы он это сделал раньше, все было бы гораздо по-другому. Но Давид думал, что ему все сойдет с рук, никто не узнает. И он думал, что, ну, как бы, Богу все равно. Бог как бы покроет это. Но Богу было не все равно. Написано, да,
до этого, что и то, что он сделал, это было зло в очах Господа. Но как следствие Бог сказал, еще раз, 12 глава, 10 стих начала. «И так не отступит меч от дома твоего». И дети его, они умирали от меча. И 11 стих. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». Я воздвигну зло из дома твоего. То есть вот этот Авесолом, его сын родной, он восстал против отца и пытался его убить. Ну и там дальше. «И возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими». И вы знаете, что Авесолом, он спал с женами отца. Насколько вообще все плохо пошло. То есть вся семья превратилась в полный бардак. Давид поступил глупо. Он забыл, что мы служим, да, мы служим милостивому Богу, у которого есть милость. Но мы также служим и Богу, который праведен. Он праведный. И мы должны очень внимательно относиться и не воспринимать вот эту, знаете, милость Божию и благодать Его, как само собой разумеющееся, как данность. Знаете, так легко. Потому что я всегда, мы вот прямо у нас в церкви, мы много говорим о любви Божией, о Его благодати. И это истина. И для многих из нас нужно, я думаю, что даже для большинства, именно познать эту сторону, как Отца любящего, сторону Бога. Прямо не хватает этого. Многие люди, они в осуждении. Но есть такая крайность, когда ты совсем в это уходишь, да? Даже Отец любящий, Он все прощает. Означает ли это, что ты можешь все, что угодно творить в своей жизни, Он все простит? Нельзя относиться к этому вот так легкомысленно. И мы переходим, да, вот к следующему пункту, что я хочу сказать. Если мы не разбираемся с нашими прошлыми грехами правильным образом, если мы не каемся вовремя в этих грехах, да, то наши грехи, они могут украсть у нас способность защищать наших детей. Я сейчас поясню. Вот когда я рассказывал вот в самом начале про то, что я побежал, да, когда по лыжне, и повернул не туда. Это была первая ошибка. Но вторая ошибка была, что когда я начал уже понимать, что что-то не то, мне нужно было просто искать любые пути и возвращаться обратно. Но уже в тот момент, знаете, я начал сомневаться. Ну, если я первый раз там не туда, может быть, и здесь что-то как-то не то. Может быть, все-таки правильно, может быть, кто-то. И знаете, у меня уже не было такой уверенности. Первый раз, когда я там даже не задумывался, повернул. Не туда. Но потом, когда я начал сознавать это, да, у меня начали закрадываться сомнения. Здесь или не здесь? Может быть, я опять что-то не то делаю? Понимаете, да? Я уже не был уверен. Давид совершил ошибку, что он прелюбодействовал и потом совершил убийство. И вот эти грехи его, это ужасные грехи, вы согласитесь? Для царя, да для любого человека. Но для царя, к тому, что и даже первое прелюбодействование. На самом деле он мог иметь практически любую женщину, наверное, у себя в царстве. Но не замужнюю же. Но он согрешил в этом, потом еще убийство, да. И вы знаете, с этого момента я верю, об этом не пишется в Библии, я хочу, чтобы вы понимали. Но он начал думать, а какое у меня моральное право осуждать моих детей? Я-то поступил гораздо хуже. Вы понимаете, про что я говорю? Я верю, что это как бы мысль, она давлела над ним. И когда Амнон, его старший сын, он изнасиловал свою сестру, Давид ничего не сделал.
как вообще? Но я думаю, что он думал, а я-то что сделал? Как я могу его судить? Ну, с кем не бывает. Какое у меня моральное право? И потом, когда Авесолом, он нанимает убийц для того, чтобы они убили брата Амнона, Давид опять ничего не делает. Ну, по факту. Я думаю, что вполне возможно, те мысли, которые ему приходили, он говорил, я знаю, они согрешили, но я-то в своей жизни поступал гораздо хуже. То, что я-то делал, это вообще полный привет. Я думаю, что это давлело над ним, и он чувствовал, что я потерял моральное право осуждать своих детей. Знаете, есть такой актер голливудский, Адам Сэндлер. Он снимается в всяких комедиях, не знаю, даже не могу вспомнить какие-то нормальные фильмы. Я не так много их смотрел, но он популярный очень. Есть такой там про пульт, про какой-то. Но я просто помню, знаете, он уже, наверное, старенький. Ну, не такой старенький, но тем не менее. Он просто начинал, когда свою карьеру, он начинал как комик. Ну, типа стендапера. И он записывал, тогда были компакт-диски, CD, они продавались, и он там шутил. И на самом деле многие из его фильмов, они тоже, ну, у нас в стране, слава богу, я думаю, наверное, это хорошо, у нас запрещены к трансляции фильмы с матерщиной. И практически все его фильмы, они там мат на мате. Ну, как бы у нас не переводят, и поэтому нам весело и как бы прикольно. Как бы, да, но, ну, не все фильмы, наверное, потому что если фильм, он выходит с матерщиной, даже в Америке это всегда там ставится рейтинг, да, что это там, например, с 18 лет, это сразу с 18 лет, и обрезается большая часть аудитории в кинотеатрах. То есть такой фильм, он, как правило, ну, много денег не соберет, однозначно, потому что основные потребители фильмов и так далее, зрители, это подростки до 18 лет. 15-18 лет это те, кто заносит деньги. Не знаю, к чему я это говорю, но у нас как бы с одной стороны хорошо, что запрещено к трансляции, но иногда показывают такую жесть. Главное, чтобы не курили и не матерились, я так понял. Но на самом деле там просто фильм категории, там не только матерятся, но там ужас, что творится на экране. Ну, показывать можно прямо прайм-тайм, там, в 7 часов вечера, когда вся семья собралась у телевизора. Нормально. Вот, но суть в чем? Он когда начинал, этот актер, и он записал этот компакт-диск, и даже по его признанию, знаете, он давал где-то интервью, не помню, по-моему, на MTV это выходило. И он говорил, что я думаю, что на этом компакт-диске я матерюсь больше, чем вообще когда-либо и где-либо за всю свою жизнь. И на самом деле, как бы, да, диск получился такой не очень, как бы, кроткий. Говорит, но по жизни я обычно чуть более кроткий, и моя жена, она начинает донимать меня, потому что у нас скоро будет ребенок, и она говорит, что ну, тебе нужно прекратить материться. И он такой все, ну, в такую шутку, кто помнит MTV, вот тогда, там, знаете, такой формат был, как бы для молодежи, и он сводил это все в шутку и говорил, что когда мой ребенок, он вырастет, и кто-то из его друзей скажет, на, посмотри, это альбом твоего отца. Послушай. Послушай, что он говорит. И он говорит, и с этого момента мне настанет конец. Потому что у меня не будет никаких моральных прав и никакого этого что-либо ему говорить. Потому что когда я ему скажу, перестань делать это, ты сделал это. Он мне ответит, а ты сделал вот это. И что я ему отвечу? И все. Ну это, знаете, он так шутил вот на эту, но суть была вот в этом. И что типа, ну ладно, хорошо, ты победил. Он сводил это в шутку, но то, что он объяснял, знаете, он говорил о том, что когда его ребенок, он послушает, что он там несет на этом диске, да, ну, в форме шутки, но у него не будет никаких моральных прав. То есть как он может, например, учить своего ребенка и говорить, не матерись. Да.
когда там нормальных слов нет на диске. Или там не делай то-то, а он там описывает, что он там творил, потому что там, ну, шутки такие были. Не только слова, но и такие темы скорбезные. Вот. То есть он понимал, что его вот аморальное поведение, оно подорвало его духовный или там родительский авторитет, что-либо вообще говорить и как-то, ну, назидать своего ребенка, если этот ребенок, он узнает. Знаете, я думаю, что многие верующие родители, они поступают подобным образом, даже верующие. Они думают, что как я могу наказывать своего ребенка, если вот, знаете, начинает путать теплое с мягким. Когда Бог, Он говорит про милость и про благодать. И ну как я буду? Надо любить, надо прощать. И у меня нет никаких прав, чтобы наказывать его. Но вся суть в том, что Бог, Он говорит, вся суть, она не в твоих правах, а в твоей ответственности. На тебе лежит ответственность воспитывать и дисциплинировать. Притчи, 19 глава, 18 стих. В синодальном переводе сначала прочитаю. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Я несколько других переводов прочитаю. То же самое место, другие переводы. Там Новый русский, Кулаковых там и так далее, все, что есть. «Наказывай сына, пока есть надежда. Не делайся виновным в его гибели». Следующий перевод. «Вразумляй сына, пока не поздно. Смотри, не погуби его. Наказывай сына, пока есть еще надежда. Не будь причастен к его смерти. Учи сына своего и наставляй его, пока есть надежда. Если отказываешься делать это, то станешь причиной его гибели». Я хочу, чтобы вы сейчас никто не копался, вот, знаете, чтобы поняли правильно. И если ты вот по каким-то причинам отказываешься воспитывать и наказывать, то ты можешь таким образом поспособствовать тому, что он пойдет непонятно куда. Вы знаете, я просто могу из примера привести. У меня просто есть знакомые состоятельные люди, например, и вот, знаете, дети поступают куда-то в высшее учебное заведение, например. Им не надо никаких сил прилагать, потому что уже давно все, папа сходил, договорился, на бюджет не проходишь, да, не вопрос, как бы уже все и заплачено. Другие, они за границей учились, где это стоило там, ну, больших денег, например, да. И ребенок потом приезжает с Англии, к жизни совершенно не приспособленный, сидит на наркотиках, поведение непонятно какое, да все легко давалось. Ну, может быть, это другая крайность, да. Здесь мы говорим про наказание. Нужно смотреть, да, иметь здравый и рассудок, и наша обязанность это наставлять и воспитывать. И не нужно путать, да, с твоим правом, имеешь ты или не имеешь, но твоя обязанность. Нормально все? Понятно? С темы на тему не прыгаю, как бы, да, вы суть улавливаете единую. Бог говорит, что не становись причиной его гибели. То есть, ну, проблема для тех людей, которые согрешили, сделали какой-то большой грех в своей жизни, и они не воспитывают, не наказывают своих детей. Знаете, люди не понимают это место Писания, Римлянам 3 глава 23 стих, что все согрешили и лишены славы Божией. Мы все согрешили. У нас ни у кого нет морального права, если мы будем касаться самоправедности, делать или говорить что-то. Но
Наша праведность – это Иисус. Наша праведность, она в Боге. Наше моральное право, оно в Иисусе. Вы понимаете? Давайте посмотрим первое послание Тимофею, 1 глава, с 15 по 16 стих. Я сразу прочитаю в новом русском переводе, чтобы сократить время пребывания. Итак, 1 Тимофея, 1 глава, 15-16 стих. Правильное и достоверное изречение. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых я. Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшим из грешников, Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. Павел написал почти половину Нового Завета. И несмотря на это, он говорит, что из всех грешников я самый худший. Вы знаете, да, что он делал? Он гнал церковь, там участвовал в убийстве верующих. У меня нет никаких морального права, потому что я неправедный. Но только Иисус, Он праведный. И я буду говорить вам то, что говорил Иисус. Вы понимаете, да? Если у тебя нет морального права, у Иисуса есть. Говори то, что Он говорил. Говори то, что Бог говорит. Нормально? Вы еще не закипели? Мозги еще соображают или нет? Или уже давайте, может, на вторую часть это собрание перенесем. Вторая серия. Мы смотрим только на Иисуса, на Его праведность, на Его мудрость. И для себя, и для наших семей. Последняя вещь, которую я хочу сказать. Знаете, Бог, Он простил Давида. Давайте мы посмотрим 2 Царств, 12 глава, 13 стих. Сразу тоже в новом русском переводе. И Давид сказал Нафану: «Я согрешил пред Господом». Нафан ответил: «И Господь снял с тебя твой грех, ты не умрешь». Бог, Он снял грех с Давида. Если бы Давид, он покаялся, вот здесь он говорит, что «я согрешил пред Господом». Но если бы он это сделал раньше, до того, как он убил Урию, он мог бы избавить себя и свою семью от множества неприятностей. Ну, по крайней мере, он хоть вообще покаялся. И он не сделал вот это покаяние просто вот, да, ну, перед пророком Нафаном. Он также публично каялся в этом. Давайте мы посмотрим 50-й псалом Давида с 1 по 6 стих. Я в новом русском переводе прочитаю, более понятно. Дирижеру хора псалом Давида. Когда пророк Нафан пришел к нему после того, как Давид согрешил с Версавией: «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я осознаю свое беззаконие, и грех мой всегда предо мною. Против Тебя одного я согрешил, и в Твоих глазах сделал злое. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем». Смотрите, Давид, несмотря на все, что с ним происходило, он осознал то, чего часто современный мир, он не понимает и отвергает. Для того, чтобы угодить Богу, мы должны хотеть, желать покаяться в наших грехах. Мы должны желать покаяться в том, что мы неправы, мы неправильно поступили. Иоанн Креститель говорил об этом. Матфея 3 глава, 2 стих. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», он говорил. Иисус, он проповедовал то же самое. Матфея 4 глава, 17 стих. Вторая часть там сразу. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Апостолы, они говорили то же самое.
Деяния, 3 глава, 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И, конечно, Деяния, 2 глава, 38 стих, где четко и ясно говорится, что покаяние – это необходимая вещь для того, чтобы человек, он стал христианином. Итак, Деяния 2:38. Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Покаяние – это важная часть. Я не знаю, насколько, или у меня уже мозги здесь плавятся. Смотришь, и просто жалко Давида. Можно было все, если бы он сразу покаялся в этом. Мы все ошибаемся, мы все грешим. Но когда он умышленно стал это закрывать, это просто ввело его еще в больший грех. Все кончилось вообще печально. Но если бы он покаялся сразу, он получил бы свободу от всего этого. Я хочу в заключение, знаете, такой пример привести. Не знаю, насколько удачный, но не у нас, да, за границей, в Америке, на территории одной школы. То есть была школа, построенная там в 50-х годах. Школа переехала, ее как бы закрыли, и на территории школы сделали исправительное учреждение для несовершеннолетних. Ну, не знаю, как у нас называют, зона для малолеток. Как бы, да, то есть тем, кому не исполнилось 18 лет. И на воротах школы были буквы над воротами, да, как бы эти ворота открыты для тех, кто хочет учиться. И когда они организовали исправительное учреждение, уже школа переехала, они не стали убирать эти буквы. И человек просто говорил, что сначала для меня как-то странно было, но когда ты попадаешь внутрь уже, и тебя там закрыли, и эти ворота, они для тебя закрыты, он говорит, эта надпись, она начинала приобретать опять смысл, что эти ворота, они открыты для тех, кто хочет учиться. Учиться тому, что нам нужно каяться, нам нужно исправляться. Если ты осознаешь эту истину, потому что это исправительное учреждение, то тогда эти ворота, они для тебя открыты. Вы знаете, ворота Божьи, они открыты для всех, кто хочет учиться у Него. Наш Бог, Он Бог праведный, но Он также и Бог милостивый все-таки. Я хочу еще раз это подчеркнуть. И Его ворота, они всегда открыты для тех, кто хочет учиться, что нужно каяться и быть прощенным. Я где-то прочитал, знаете, фразу, я не знаю, кто это сказал, что покаяться никогда не рано. Ну или невозможно покаяться слишком рано, потому что ты можешь не заметить, как может оказаться слишком поздно. Поэтому если у тебя есть что-то, не тяни с этим. Зачем тебе таскать это? Покаяться никогда не рано. Но слишком поздно может быть. Все, я закончил. Давайте мы поднимемся и помолимся. И музыкантов можно на сцену? Пока мы молимся. Надо было уже давно позвать. Аллилуйя, Господи, я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы слова, те, которые звучали здесь, они были поняты правильно. И если я что-то внес человеческое, пусть это упадет, умрет и не принесет никакого плода. Господи, но всякое слово от Тебя, всякая мудрость Твоя, пусть она принесет плод и не вернется тщетным. Я прошу Тебя, Господи. И прямо сейчас, если я хочу, чтобы закройте глаза. Если Бог, Он тебя обличает в чем-то и показывает что-то, не надо копаться вообще, прямо глубоко-глубоко и куда-то лезть. Но если
Бог, Он тебе показывает, откройся перед Ним. Попроси прощения. И не носи это в себе. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Пусть будет так. Господи, прости нам грехи наши и освободи нас во имя Иисуса. Аминь. Я совсем забыл, у нас еще, я забыл про пожертвования и про десятины. Можно, да, там, пока, я не знаю, начнете или нет, можно вывести карту, можно делать в электронном виде. И вы знаете, на самом деле у нас запланировано так много всего, и слава Богу, у нас даже какая-то сумма уже накопилась. Тут надо молиться о том, чтобы мудро также расходовать эти деньги, потому что все-таки еще есть то, что нам нужно докупить для прославления. И список этот, он все что-то никак не заканчивается. И также, знаете, я уже разговаривал с человеком по поводу света, чтобы нам оформить свет на сцене. Вот, потому что все-таки с кондиционерами в этот год, я думаю, мы не успеем. Сейчас везде очереди. И пока мы там закажем, настанет уже, нужно уже отопление готовить. Поэтому я думаю, что кондиционеры Господь даст, если все хорошо, мы будем делать в следующем году весной. Если накопим все, отложим, чтобы закупиться, когда цены не очень большие, нанять работников и все нормально сделать. И тогда я верю, что нас будет гораздо больше в зале, потому что все будут приходить, как в оазис, и отдыхать здесь. Пусть будет так. Я еще помолюсь коротко. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который дает, когда-либо давал. Я прошу Тебя, Господи, чтобы они преуспевали во всем. Господи, дай мудрости, как распоряжаться деньгами. Господь, я провозглашаю, что в нашей церкви будет полная свобода от долгов во имя Иисуса Христа. Просто полная свобода. Я разрушаю просто это проклятие долгов в жизни каждого верующего в нашей церкви. Господь, сверхъестественная мудрость, если человек попал в долги, как выбраться из этого, и дисциплина также для этого, Господь, чтобы следовать неукоснительно, и чтобы жить свободной жизнью, и никому не быть ничем должным, кроме взаимной любви, как Ты сказал. Пусть это будет реальностью во имя Иисуса. Аминь. Все, давайте Господа прославим. Твой крест меня к Тебе влечет, душа моя поет, душа моя поет. Твоя любовь меня к Тебе зовет, душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. К нам с небес, душа моя поет, душа моя поет. Призвал меня Ты милостью своей, душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Иреемиги
Слышишь ты с души моей, что лучше может быть любви твоей, что лучше милости твоей, ведущей нас домой к тебе, что лучше может быть любви твоей, что лучше милости твоей, омывшись ты с души моей, что лучше может быть любви твоей, что лучше милости твоей, ведущей нас домой к тебе, что лучше может быть любви твоей. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать мы будем. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. О-о-о-о, о-о-о-о. Аллилуйя! Будем петь и воспевать нашему Господу в каждом дне. Аллилуйя тебе, наш Бог! Слава Богу, все, на этом собрание у нас официально закончено. Можно пойти вниз попить чайку горячего, пообщаться. Все, Господь пусть благословит вас на эту предстоящую неделю. Смотрите за объявлениями в группе. Все.